Этот аварийный дом по проспекту Базоркина в Назрани существует только по факту. Еще много лет назад жилье признали непригодным для проживания. Обвалившиеся потолки, трещины на стенах, неприятный запах, сырость. И это далеко не весь список проблем. Сегодня из всех жителей здесь осталось только 7 семей. يتخدر خد غطي غدق يا تعمد يا شو عاد سعد يتخدر دوختيش التروم هذا دوختيش شتوتم قدال بين عبغ أبوش ما برجول شيء هذا عبغ تاع. Многоквартирный дом построен в 1962 году. С тех пор здесь проводился только косметический ремонт. Теперь же жители требуют либо отремонтировать все внутридомовые инженерные системы, крыши и подвальные помещения, или же предоставить средства для приобретения комфортабельного жилья. Они не раз обращались в соответствующие органы. На этот раз чаяние выслушали в региональном исполкоме Народного фронта Ингушетии. Мы приехали, посмотрели, действительно, условия проживания, конечно, можно назвать ужасными. И в связи с чем мы обратились в администрацию города Назрань с просьбой, если дом признан аварийным, то провести переселение, как положено по программе. Если же нет, то провести капитальный ремонт внутри дома хотя бы, чтобы не протекала вода, чтобы подвалы не заливало водой, чтобы там стены не разрушались. Люди жили в нормальных условиях до тех пор, пока этот вопрос с переселением не разрешится. Сейчас будем ждать ответа от администрации города Назрани. По словам сотрудников администрации, ремонтные и санитарные работы не входят в их полномочия, но в любом случае они обязаны временно переселить жителей дома, снести аварийное здание и взамен на этом же месте построить новый многоквартирный дом, куда они и смогут вернуться. Теперь остается ждать окончательного решения. В 2002 году им предлагалось жилье, вернее не жилье, а выплаты для приобретения нового жилья. И впоследствии планировалось признать данный многоквартирный дом аварийным. Но в связи с отказом 8 семей дали согласие, 8 семей остались проживать далее в данном многоквартирном доме. Данный дом уже в этом году признан аварийным. Нами планируется сейчас дальнейшая работа по переселению жителей во временное жилье проживания до окончания строительства здесь многоквартирного дома. Потом взамен будет здесь на этом же месте предоставлено им свое, согласно той площади, жилье. Так или иначе, точку в этом деле поставить надо, ведь жить долго и счастливо в аварийном доме, в котором каждый день что-то разрушается, нельзя. Малика Измайлова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.